Вось хацелось бы запытаць у вас пра параўнанне з 2026 года з мінулым годам. Як змянілася сітуацыя з атрыманнем турыстычных візаў, асабліва Шенгену? Ну, здесь мало времени еще прошло, чтобы нам сравнивать, но уже могу сказать, что ситуация не становится лучше, она все равно остается сложной. Э, Шенгенские визы востребованы до сих пор, белорусы открывают визы, они хотят выехать, и я не вижу прям сильных ощутимых улучшений. Есть небольшие новости или изменения, которые нас либо ждут, либо уже видны. Например, Италия с лета будет менять визовый центр, и мы не понимаем, что будет живой очередью. Все волнуются. Я думаю, что к лету ближе, к 1 июля, будет очень большая нагрузка на итальянский визовый центр. Это первое. Второе, что я заметила по сравнению с прошлым годом, Греция, как мы знаем, в несезон плохо открывают визы, у них плохая статистика. Вот этой зимой у них повысилась статистика, у них больше выходов виз, меньше отказов, то есть из 10 условно виз 2-3 отказа я наблюдала. Это из хороших новостей, можно так сказать. Но пока я не вижу сильно существенных изменений. А вось давайте пройдемся по гэтым спісе краін. Вось вы назвалі Італія, Грэцыя. Якія краіны бліжэйшыя нашы ці далёкія нашы заходнія партнёры, суседзі, якія краіны найбольш прыязна ставяцца да беларусаў, скажем? Италия. По моему мнению, это самая лояльная к нам страна. Там получить более длительную визу легче, если соблюдать правила. После Испания неплохо, Германия тоже можно рассчитывать какие-то длительные визы. Ну и все. А ближайшие соседи Польша, Литва, Латвия? Литва, Латвия Чехия, может не любят нас сейчас. Польша сложно. В Польшу очень сложно записаться. Там 3 ступени верификации нужно пройти. В Польшу в основном сейчас идут те, у кого здесь родственники, друзья, кто могут их пригласить, либо кто едет на работу. Туризм в Польше сейчас, это однократные визы, либо многократные визы тоже выходят, но если у вас хорошая была до этого визовая история и есть какие-то длительные визы до этого. А дзе часцей за ўсё адмаўляюць беларусам у шенгенскіх візах? Это Греция у нас остается в топе отказов все-таки из всех стран. Польша тоже активизировалась, но в Польше сейчас больше отказов по национальным визам, потому что они ужесточили правила выдачи. В принципе, все. По остальным странам я не вижу существенных изменений в отказах. То есть они они и были, в принципе, статистика по ним сильно не поменялась. Больше это Греция и Польша, остаются. Давайте уявим, я у Мінску на канапе сяджу з суседкай. І мы такія, слухай, трэба арганізаваць нашим сем'ям адпачынак. Вось час мы запытаемся у Настасіі, у яе, можа быць, ёсць лайфхачак, у якія все-таки консульствы, якіх краін трэба ісці, каб атрымаць, не аднаразовы, а такі працяглы, шматразовы мультывізу ў шенгенскую зону. Здесь сложно сразу вам ответить на этот вопрос. Мне нужно знать вашу визовую историю до этого, какие у вас, если были вообще визы, когда у вас планируется поездка, как срочно нужна виза. Если у вас, например, до этого были визы, и, например, итальянская, вы были в Италии, то, конечно, я посоветую идти в Италию, потому что у вас большие шансы даже до 2-3 лет получить визу. Если виз не было вообще, вы хотите условно на год и более, то тут предложить практически нечего, потому что сейчас пустой паспорт. Италия более лояльна, она может поставить от 3 месяцев до полугода. Были такие случаи и на год, но очень-очень редко. В пустой паспорт остальные страны очень неохотно ставят длительные визы. Абсолютно практычная сітуацыя. Людзі часцяком ездзілі ў Польшчу, зараз складана падацца, там верыфікацыя, як вы ўжо сказалі, і так далей. Што рабіць вось у гэтым выпадку? Куды ісці?
калі у цябе, напрыклад, уся твая візавая гісторыя, гэта была гісторыя стасунку з Польшчай, ты хочаш атрымаць шэнген, каб прыехаць у Польшчу, але вось, ну, відавочна, што трэба ісці ў іншы. Я бы здесь посоветовала рассмотреть такие страны, как Италия, если возможно таки, туда да, попасть. Германия, если это, например, не срочно, но стать в очередь туда, потому что это такая на перспективу виза. Польша, если у вас есть друзья, родственники, кто может вам сделать приглашение, все-таки стоит помучиться с записью, потому что под приглашение ставят хорошие сроки виз. Если это какая-то разовая поездка, вам просто нужно выехать там на отдых или к друзьям, то тут Испания, Греция. Мгм. А, до речі, што з ЗША, з візамі ў ЗША? Нехта піша, што яны спынілі выдачы візаў для беларусаў, а нехта піша, што з 2025 года, наадварот, больш станоўчых адказаў на запыты. Сабралася паглядзець, паехаць на радзіму Кентукі віскі. С визами США остановили выдачу миграционных виз. Там есть нюансы. По туристическим визам их выдают. Там изменения важные именно к юрисдикциям. То есть они поделили юрисдикции, где могут подаваться там белорусы, россияне, и число именно юрисдикций сократилось. У нас главная юрисдикция это Варшава, и сейчас у людей тоже как бы возникает вопрос, что сюда, чтобы приехать получить визу США, нужно сделать еще и шенгенскую визу, то есть это квест в квесте получается. Настасья, ну а вось давайте паразмаўляем пра краіны па-за межамі Еўрасаюза, па-за межамі Еўразвяза. Якія ёсць лайфхачакі, каб як атрымаць візу куды-небудзь, ну там, допустим, у Вялікую Брытанію. Яна ж зараз не ў Еўрасаюзе, хаця ў Еўропе. Вот як туды? Ці хутка можна атрымаць візу? Якія ёсць плюсы-мінусы подводные камень? Великобритания, здесь важный момент, что они принимают документы в основном онлайн. Ты только приходишь на сдачу отпечатков. Важный лайфхак именно в Великобритании, как и в США, они немножко смежные, похожие. Они прям досконально рассматривают твою историю. Очень важно в Великобритании показать свои финансовые гарантии. Они очень смотрят на деньги, очень смотрят на то, что тебя привязывает к стране, то есть недвижимость, какие-то машины и тому подобное, семья, возможно. Но именно по строгости выдачи они более лояльны, чем США, то есть они, в принципе, выдают. Отказов там они есть, но, в принципе, не такие рандомные, я бы сказала, как в США. По срокам рассмотрения это нужно закладывать от месяца до 2, я бы даже сказала, да. Не протяглый час. Нет, это не быстрая виза. Есть у них такая услуга, как ускорение. Она стоит как бы дороже в 3 раза, может даже больше, но они даже по этому ускорению не гарантируют, что они быстро вам рассмотрят визу. Королевская визовая служба, Да. что ж ты зробиш? Здесь лучше заранее. А вось што б вы параілі чалавеку, які ўпершыню звяртаецца на падачу візы, на што звярнуць увагу, як збіраць дакументы, на што варта разлічваць? За які тэрмін зноў-такі загадзя? Ну, если мы про шенгенскую визу, это за 6 месяцев до поездки мы можем уже идти и открывать визу или задумываться про это, да. Если вы хотите самостоятельно заняться вопросом виз, я рекомендую всегда залазить на сайт либо консульства, либо визового центра, смотря кто принимает документы. Там весь пакет документов, все правила, все четко расписано. И далее уже сверяться по документам, которые на сайте, и можно собирать самостоятельно. Ничего сложного нету. Если мы рассматриваем туристические визы, они все одинаковые во всех странах, пакет документов один и тот же, есть только небольшие нюансы. Если у вас есть дети, какие нужно, кто-то требует там нотариальную доверенность от родителей, даже если они подаются. И такие вот небольшие нюансы по подаче именно семей или каких-то пенсионеров, например, и так далее. Но в целом все есть на сайте. Также есть телеграм-каналы, в которых люди пишут свой опыт подачи самостоятельно, кейсы, какие документы они носят. Тоже можно в них вступить, отслеживать новости, какие-то изменения в телеграм-каналах. Это такие лайфхаки,
которым можно пользоваться, если вы хотите записаться самостоятельно. Тут повинна была бути реклама. Анастасія повинна була сказати, підписуйся на мій телеграм, у тебе є питання. Аба. Так, у меня есть питання, які помилки у подачі на візу білоруси роблять частіше за все? Чаще всего это финансовые гарантии, потому что страны, вот, например, Испания повысила минимальный как это, доход, можно сказать, за день их пребывания, минимум. Сейчас он $150, то есть тебе нужно $150 умножить на дни, которые ты запрашиваешь у них, и эту сумму плюс еще билеты, плюс еще жилье иметь на счету. Можно в эквиваленте в разных валютах. Вот чаще всего именно в туризме спотыкаются на финансовых гарантиях, потому что это, ну, сейчас это серьезные деньги условно, и это нужно показать. Не все это понимают, все думают, что прокатит и так, ну, как бы видно же, что я работаю. Нет, не прокатит. Это первое. Второе, это моменты безработных людей. Не все страны любят безработных людей. То есть я ничего против безработных людей не имею, но тогда нужно запастись какими-то гарантиями, спонсорством каким-то или чем-то еще, потому что здесь главный момент, что нету привязки к родине. И это консульство и страны расценивают как миграционные направления, то есть вы, возможно, хотите просто переехать и мигрировать. Это тоже важный момент. То есть когда ты безработный, лучше тщательнее подойти к подготовке документов. Ну и, наверное, мелкие ошибки — это чего-то не донесут, либо страховка сделана не на правильный период, либо не на ту сумму, которая нужна. Вот это вот все нужно читать, все это написано на сайтах, в визовых центрах. Нужно просто внимательно читать и по пунктам проверять. Засталося зусім не шмат часу, а питанняў засталося шмат, тому прапаную зараз свайго роду такую гульню, што ли. Давайте. Я буду задаваць коротенька пытанні хутка, вы также хутка на іх адказваеце там 1, 2, 3, максимум 4 словамі. Поехали, да? Это бліц. Итак, найлепшая краіна для першай падачы на Шенген. Италия, Добра. Падавацца ў Менску альбо ў іншых гарадах. Минск. Купляць тур для падачы ці падавацца самастойна. Подаваться самостоятельно. Прасіць візу адразу на год ці падавацца пад канкрэтныя даты. Чем больше, тем лучше. Падавацца ў консульства краіны, куды ты не плануеш ехаць, але якая лічыцца больш лаяльнай, ці ў тую краіну, куды ты збіраешся сапраўды паехаць, нават калі там вышэйшы адсотак адмоў. Которая более лояльней.